Свободные экономические зоны – это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения инвесторов. Практика создания таких зон, к примеру, в России применяется с 2005 года. На сегодняшний день их создано уже 33. В Абхазии закон о свободных экономических зонах приняли в 2015 году, и инициатива исходила от потенциальных инвесторов. В нашем государстве все, что новое принимается, такая практика сложилась, да, у нас сначала, допустим, мотивация какая-то, то есть какой-то интерес есть, какие-то, скажем так, это неплохо, я сразу говорю, да, какие-то появляются группы, которые продвигают. И вот так был интерес создания зоны, потому что какие-то предприниматели из Сингапура кому-то сказали, что будет зона, мы к вам приедем и посмотрим. И будем, так сказать, вот так и пошел процесс. И ко мне обратились тоже, так сказать, те, кто хотел это открывать, чтобы давайте поработаем над законом. Мы работали над этим законом несколько месяцев. В 2015 году Гиви Габния преподавал таможенное право в Абхазском государственном университете и неоднократно высказывался за создание свободных экономических зон. Возможно, поэтому предприниматель, в будущем представитель первой свободной экономической зоны в Абхазии Алла Гварамия, обратилась к нему за помощью в разработке закона. Гиви Габния объясняет, кто, согласно закону, может инициировать создание СЭЗ в Абхазии и что для этого нужно. Наш закон, он регулирует отношения по созданию зоны. Но в нашем законе нет конкретного указания, что нужно там-то, там-то, там-то. Нет. В нашем законе есть момент, что заинтересованная сторона, коим является, это может быть и местные органы управления, кстати, они тоже могут быть инициаторами создания. Это может быть просто юридическое лицо, которое готово, вести деятельность по привлечению инвесторов и так далее. Поэтому эти вышеназванные, скажем, субъекты, они обосновывают свою деятельность. Они дают обоснование тому, что это интересно для привлечения инвестиций и обосновывают и указывают, где именно, на какой территории. По сути, свободная экономическая зона – это просто территория, которую управляющая компания берет в аренду на 49 лет и привлекает в эту зону резидентов. Инвесторам работа в такой зоне должна быть выгодна, потому что на ней действует облегченный таможенный режим, не такой, как на остальной территории Абхазии. Чтобы было понятно, допустим, сегодня у нас Абхазия, да, у нас мы имеем границы по реке Псоу, по реке Ингур, да, и так далее. И мы имеем там таможенные посты, правильно же? У нас они называются внешними таможенными границами. Если мы создали зону внутри страны, то у нас появляется еще и внутренняя таможенная граница. Значит, получается, что на территории государства у нас еще какой-то участок, который тоже нужно оградить границей таможни. Что это означает? Это означает, что управляющая компания, которая получила право на привлечение инвесторов, территорию ей дали, она должна эту территорию огородить. В законе прямо написано: забор не менее 2,5 метров. Такой забор, чтобы туда доступа не было посторонним, и видеокамеры, чтобы можно было всю территорию постоянно видеть, освещение. Теперь дальше, потом должны быть пункты пропуска. Как мы на границах имеем пункты пропуска, такие должны быть там. Это все должна управляющая компания подготовить. То есть там должен еще и стоять таможенный пост. Понимаете, да? Если это будет касаться выхода за рубеж, там уже будет почти не просто таможенный пост, там и структура и пограничная может быть. Согласно закону, свободные экономические зоны в Абхазии по типу деятельности делятся на промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. Но зоны могут быть и смешанного типа, то есть объединять два или даже все эти виды деятельности. При этом от налогов резиденты освобождены лишь частично. Сама зона создается на 49 лет. Заключаются соглашения с резидентами на срок действия этой зоны, и на половину срока, этого срока действия соглашения, они освобождаются от уплаты налогов. Всех, кроме одного, это подоходный налог. Мы в законе специально это оставили в этой статье, подоходные, и соответствующие платежи во внебюджетные сферы. Это и фонд, скажем так, обязательно медицинского страхования, фонд социального страхования, у нас есть пенсионный фонд, у нас есть и фонд инвалидов и так далее. То есть какая-то нагрузка от фонда заработной платы. Мы решили, что это тоже надо оставить. В мировой практике, чтобы было понятно, такого нет.
Согласно данным Министерства экономики, в Абхазии сегодня существуют 2 свободные экономические зоны. На текущий момент с указами президента Республики Абхазия 16 и 18 годов созданы 2 особые экономические зоны. Одна в Ачимчирском районе в 2018 году называется особая экономическая зона Скурча, и в 2016 году была создана особая экономическая зона Амра в Галском районе. На сегодняшний день в особой экономической зоне Амра зарегистрировано 5 резидентов, 1 управляющая компания. В особой экономической зоне Скурча резиденты не были зарегистрированы на текущий момент. Ни одного заявления, уведомления о регистрации подано не было. Несмотря на то, что в зоне Амра зарегистрированы резиденты, никакой деятельности там не ведется и никакой инфраструктуры не создано. То, что указано в законе про свободную таможенную зону сотрудниками ГТК, на сегодняшний день невозможно воплотить в жизнь по одной причине. Помимо там прочих, отсутствия инфраструктуры, главная причина, почему таможня сегодня не может предоставить свободную таможенную зону, это отсутствие ограды. Возможно, причиной является то, что резиденты подавали заявления на значительные территории. Вот в указах президента указано в одном из них 1700 гектар, в другом в районе 7000 гектар. Это огромная территория, и сделать забор вокруг всей территории, я подозреваю, стоит огромных средств. У обеих управляющих компаний уже истек 3-летний срок, в который они должны были начать осуществлять заявленную деятельность, и по закону это основание для досрочного прекращения существования зоны. Здесь на уровне правительства уполномоченный орган по данному вопросу, он так и называется, уполномоченный орган, так сказать, от Кабинета министров, который следит за этими вопросами, который заключает вот то, о чем я говорил, специальное соглашение с управляющей компанией о том, как эта зона будет работать. Понимаете? Специальность по нему, по этому соглашению, я думаю, что есть соглашение, так сказать, вы назвали, допустим, да, скорее всего, этой компании есть такое соглашение, и по соглашению там обязанности есть, и неисполнение обязанностей, оно ведет к таким последствиям, как, так сказать, закрытие такой зоны. Очевидно, у управляющих компаний есть объективные причины, почему они не смогли начать заявленную деятельность, и поэтому государство идет им на уступки и пролонгирует сроки реализации. Ведь изначально создание свободной экономической зоны выгодно для государства. За счет инвесторов создается инфраструктура и новые рабочие места, а значит развивается экономика. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.